получать гран-при, призы за лучшую режиссуру. Я общаюсь с нашими ребятами-кинематографистами и задумываюсь, понимают ли они, что этот фестиваль сыграл важную роль в их судьбе. Ведь те кинокритики, которые описывали якутское кино, те кураторы, которые приезжали, они все часть одного процесса. Отборщик фестиваля смотрит тысячи фильмов, но у него теперь есть хотя бы наводка, узнавание якутского кино. Поэтому даже в таком плане контакта, появление фестиваля важно. Даже присутствие в одном городе множества кинопрофессионалов со всего мира меняло атмосферу. Это чувствовали все. То есть этот кинофестиваль, говоря партийным языком, имеет огромное идеологическое, огромное художественное значение. Смотрите, вы только что сказали «партийным языком». Это ведь интересная формулировка, советская. Я много общаюсь с кинематографистами Саха и культурными деятелями старшего поколения. Они связаны с корневой культурой, своим этносом и языком. А в конце добавляют: «У нас советское воспитание, мы были комсомольцами». Это ностальгия или же эта советская идеология вошла вглубь якутского сознания? Аромат советской идеологии, советских фильмов. Мы же воспитывались через кино. Я уверен, что и мое поколение, и чуть моложе не так активно зачитывались нашими классиками Саха. Мы смотрели «Войну и мир» 1967 года, «Судьбу человека» 1959 Сергея Бондарчука. Многие романы и повести русских писателей дошли до наших сердец через кинематограф. Это были идеологизированные советские фильмы, но даже так они несли в себе какую-то сакральность. Я уверен, пройдет время, и советская культура, кино раскроются через свою сакральность, через веру в эти идеалы светлого будущего,